Вот так выглядел музей боевой и трудовой славы в Малгобеке еще год назад. Со дня открытия, то есть с 1984-го, капитального ремонта здесь не проводилось. Сейчас же о прошлом виде здания напоминают только экспонаты. Музей полностью преобразился благодаря национальному проекту «Культура». Работы тут начались осенью и уже завершены. К нам приехали уже специалисты из Санкт-Петербурга, полностью посмотрели музей, посмотрели, какие работы им нужно будет провести, посмотрели, какое оборудование нам нужно и так далее. И потом уже, помимо того, что они предоставили нам оборудование, они также провели небольшой косметический ремонт. Полная замена освещения, новые стенды с подсветкой и витрины как открытого, так и закрытого типа, в отличие от старых. На всех подсветка из неона и очень прочное стекло. Они очень качественные, очень хорошие. Здесь очень толстое каленое стекло. У нас всегда были проблемы именно с этими витринами, потому что эти стекла ломались. Новые макеты, интерактивные доски, наглядно рассказывающие о военных сражениях под Малгобеком. Еще один приятный бонус, включенный при модернизации. Если на одном показывается видеоматериал о Малгобекской оборонительной операции, то вторая доска расскажет о бою под Сагапши, известный как Кавказская Прохоровка. Наши танкисты 52-й бригады потеряли 15 танков, 6 из которых на следующий день были восстановлены. Основная цель музея – патриотическое воспитание подрастающего поколения, поэтому большинство посетителей – школьники, которые уже успели оценить преобразование. Несмотря на то, что они со школой приходят, потом они опять к нам приходят, и друзей своих сюда тащат, и так далее, и даже по выходным дням, бывает, приходят, просят открыть им музей, и обычных посетителей тоже стало намного больше. Огромный интерес у ребят вызывает детская интерактивная доска. Сюда загружены игры на военную тематику. После экскурсии у нее всегда большая очередь. Дети любят в нее играть, открывают карты. Если угадали, то карты остаются. Если нет, то они закрываются обратно. И таким образом мы угадали сразу 2 медали, они остались. И такая простая игра. Просто дети информацию воспринимают лучше в таком в игровом виде. И поэтому везде, где проходила модернизация, во всех городах, помимо прочего оборудования, в рамках этого проекта были также везде установлены и такие детские такие игральные доски. Информация о наших солдатах Великой Отечественной и тружениках тыла, хранившаяся в бумажном формате, теперь есть в электронном. И не только о них. В интерактивный стол музея загружены сразу несколько разделов. Например, есть раздел, посвященный депортации, участникам дикой дивизии, работникам МВД, погибшим при исполнении. Также здесь есть отдельный раздел, посвященный памятникам и воинским захоронениям. Например, если зайти сюда, можно увидеть как раз-таки памятники именно Малгобека. Например, есть стела в память о подвиге воинов 337-й стрелковой дивизии. Каждый из 3 залов музея поделен на ту или иную историческую тематику. В самом большом, посвященном обороне Кавказа, в том числе Малгобекской оборонительной операции, собраны различные артефакты, письма и фотографии фронтовиков. Второй о тружениках тыла. Здесь зал трудовой славы. Здесь у нас нефтяники, и здесь у нас вся трудовая слава Малгобека. На этих стендах есть вся информация, основная такая информация про нефтяников, старые документы. И после обновления, после модернизации музея, плюс дополнительно у нас появилась такая интерактивная доска, вся трудовая слава нашего города. Третий же зал этнографический. Здесь представлены старинные вещи наших предков. Это женские украшения аланского периода, предметы быта, элементы холодного оружия, одежда. Благодаря загрузке многих файлов в цифровой формат появилось больше места для других экспонатов. В этом зале у нас было много смешанной такой информации. Помимо этнографии, здесь были стенды и с афганцами, здесь была и гражданская война, здесь была и депортация. И плюс еще этнография, и в таком маленьком зале все это было по несколько стендов у нас вывешено. И за счет того, что у нас сейчас появились интерактивный стол, интерактивная доска, всю эту информацию в электронном виде мы уже занесли туда, и поэтому весь этот зал мы уже можем просто посвятить этнографии.
В рамках нацпроекта музею также приобрели новые столы, стулья, ноутбук, цветной принтер и фотоаппарат. Ну а в следующем году музей планирует включить в нацпроект для проведения капитального ремонта. Дана Плиева, Ахмед Горбаков. Новости 24.